В 2021 году исполняется 150 лет новой чувашской письменности. Отсчет этой дате ведется со дня создания Иваном Яковлевичем Яковлевым и его сподвижниками чувашского алфавита, основанного на фонетических особенностях чувашской речи. Однако чувашская письменность имеет гораздо более глубокие корни. Мы приглашаем вас окунуться в историю письменной культуры чувашского народа от древних ее символов до современной эпохи цифровизации. Чувашский язык является единственным живым языком болгарской ветви тюркской языковой семьи. Предки чувашского народа в древности пользовались своеобразной графикой, сложившейся в форме рунического письма восточного типа. Рунические знаки по сей день сохранились в чувашской вышивке. Также многие руны перешли в разряд тамк – знаков родовой или личной собственности. Ими пользовались в народе вплоть до начала XX века. В X веке в результате распространения ислама и арабоязычной культуры Волжской Булгарии руны как письменность исчезли из народной культуры. В дальнейшем письмо распространилось на основе арабской графики. Об этом свидетельствуют надписи на могильных памятниках конца XIII – начала XIV веков. За 200 лет существования под гнетом татаро-монгол была разрушена культура волжских болгар, письменность была забыта. Далее начинается эпоха старой чувашской письменности. Процесс формирования чувашского народа завершился в XV-XVI веках. С этого времени этноним «чуваш» твердо входит в русские летописи. Впервые в науке упоминание о чувашах и запись чувашских слов с использованием латинской графики встречается в труде шведского офицера Филиппа Страленберга «Европа и северо-восточные части Азии» в 1728 году. Развернулась такая деятельность, как издание богослужебных текстов на чувашском языке. Правительство русского государства поняло, что инородцев надо просвещать насильно, их в христианизацию не загонишь. Поэтому переводились тексты молитв, объяснения каких-то там моментов религиозной жизни. И, естественно, это все надо было издавать на чувашском языке, а специальной графики, специального алфавита тогда не было. И, честно говоря, старая чувашская письменность на основе кириллицы – это немножко такая хаотически сложившаяся письменность, в которую в порядок привел, так можно сказать, более-менее, достаточно так хорошо Золотницкий уже Николай Иванович. В 1769 году в Петербурге была издана первая грамматика чувашского языка. Она называлась «Сочинение, принадлежащее грамматике чувашского языка», и закрепила в чувашском письме русскую графику на основе кириллицы, а литературный язык на основе верхового диалекта тури. Год выхода грамматики считается началом периода старочувашской письменности. Авторы грамматики – миссионер, священнослужитель и переводчик Ермей Иванович Рожанский, а также казанский архиепископ Вениамин Пуци-Григорович. В книге звуки чувашского языка обозначались 34 буквами. Эта же графическая система с некоторыми изменениями легла в основу букваря для обучения чтению по-чувашски священнослужителя, педагога и этнографа Виктора Петровича Вишневского. Букварь был опубликован в 1832 году в книге «Начатки христианского учения» или «Краткая священная история и краткий катехизис на чувашском языке». Его по праву можно считать первым чувашским букварем. Он содержал 33 буквы. В 1836 году Виктором Вишневским издано «Начертание правил чувашского языка» и словарь, составленные для духовных училищ Казанской епархии. Эта грамматика Вишневского была серьезным шагом вперед в развитии чувашской лингвистической науки. Следующий этап развития старочувашской письменности связан с именем Николая Ивановича Золотницкого. Используя алфавит из 32 букв, он в 1867 году издал буквари для чувашских школ под названием «Чуваш-книге». Подготовил календари, выходившие под названием «Сюдалок-книге».
в период старой чувашской письменности было издано больше 20 книг, которые заканчиваются 1877 годом. Это как раз последняя книга Николая Ивановича Золотницкого «Календарь» и «Чуваш-книги». Не менее значим корневой чувашско-русский словарь Златницкого, который содержит более 3000 слов. По сути, он является первым этимологическим словарем чувашского языка и в 1879 году был удостоен золотой медали Русского географического общества. Старочувашская письменность подняла до уровня литературного верховой диалект чувашского языка. Основной ее недостаток – отсутствие точной передачи звучания чувашской речи, чему мешало отсутствие научных знаний о фонетике чувашского языка. Основная часть экспозиции посвящена создателю нового алфавита и букварей на основе фонетических особенностей чувашского языка Ивану Яковлеву и его помощникам. Иван Яковлев совместно с Василием Белилиным и Сергеем Тимрясовым в 1871 году создал первый вариант чувашского алфавита, состоявший из 47 знаков. На его основе к 15 ноября 1871 года был подготовлен букварь. 150-летний юбилей новой письменности мы считаем как раз с этого момента. Молодые лингвисты сформировали литературный язык на основе низового диалекта, а на 3. Взяв за основу уговор буинских чувашей низовых, они провели своеобразный фонематический обзор, по-научному говоря, и составили первый вариант алфавита. Более 40 знаков там было. Потом, положив за основу такую особенность чувашского языка, как отсутствие звонких шумных согласных и наличие позиционных изменений, позиционного звончения, они сократили алфавит до 20 с лишним знаков. Фонологи российские считают, даже в советское время высказывались даже на таком всесоюзном уровне, что это один из самых удачных алфавитов. Своеобразие чувашского языка отражено там по максимуму. Первый букварь был издан в январе 1872 года в Казани под названием «Чуваш-Ачизене Ширваврень Милли Книге». Однако первый алфавит оказался не вполне удачным. Еще в 1872 году Иван Яковлев вместе с товарищами подготовил второй вариант чувашского алфавита, который состоял из 27 букв, и издал букварь. Он стал учебником для школ Казанского учебного округа. В 1873 году Яковлев усовершенствовал чувашский алфавит, оставив 25 букв. Для обозначения своеобразных звуков в чувашском языке были добавлены буквы О, Щ, Ü. Этот вариант алфавита, оставшийся в истории под названием Яковлевский алфавит, существует до сих пор. С этого же года буквари стали издаваться с чувашской и русской частями для двуязычных начальных школ и стали называться «Букварь для чуваш» с присоединением русской азбуки. Откуда появились специфические 4 чувашские буквы? По этому поводу мой учитель Николай Петрович Петров, профессор, доктор филологических наук, проводил специальные исследования. У него была даже статья по этому поводу. Он утверждал, что Иван Яковлевич Яковлев знал много языков, европейских языков, и он свои буквы, некоторые буквы заимствовал из болгарского языка и некоторых других. Он очень хорошо изучал латиницу, европейскую письменность, и пришел к такому выводу, что вот диакритические знаки над соответствующими буквами будут очень уместны. Но в то же время он мягкость звуков Л, Н и Т специальными подстрочными диакритическими знаками обозначал. От этого мы ушли уже после революции. Они были заменены с мягким знаком, сочетанием этих букв мягким знаком. Вот. Иван Яковлевич Яковлев, я считаю, что для своего времени был, честно говоря, гениальнейшим человеком.
Большой вклад в издание чувашских букварей внес классик чувашской литературы Константин Иванов. Букварь с его рисунками вышел в 1912 году. Он разработал специальные клише для печати букваря, которые впоследствии использовались для дальнейших изданий букваря. Нужно отметить, что Константином Ивановым была создана первая чувашская раскладка для пишущей машинки. Машинку он вырезал из дерева. Ныне она хранится в литературном музее города Чебоксары. На нашей выставке вы видите образец пишущей машинки советской эпохи. На клавиатурах печатных машинок, использовавшихся в СССР, не было свободных клавиш для дополнительных чувашских букв, что ограничивало возможности модификации русской раскладки для набора чувашского текста. По этой причине после набора на русской печатной машинке приходилось вручную пририсовывать диакритические знаки чувашского языка. Яковлев более 40 лет трудился над составлением и изданием букварей. Еще в 1868 году, будучи учеником Симбирской классической гимназии, он открыл школу для обучения чувашских детей, которая впоследствии стала национальной школой. Первые ученики Симбирской школы стали единомышленниками и помощниками Ивана Яковлева в его просветительской деятельности. Яковлевский алфавит, созданный на основе фонетических принципов, стал основой всестороннего развития чувашского народа. Основоположником чувашского научного языкознания принято считать Николая Ивановича Ашмарина. Его научное наследие в целом определяет направление развития чувашской филологии всего XX века. Самый известный труд – 17-томный словарь чувашского языка. Первые два тома были изданы в 1910 и в 1912 годах на 3 языках – чувашском, русском и латинском. Статьи в словаре расположены по фонетическому признаку. Сначала нагласные, затем звонкие согласные и, наконец, глухие. Последний том словаря вышел в свет лишь в 1950 году. Последователями Николая Ивановича Ашмарина были молодые историки-этнографы Николай Васильевич Никольский и Гурий Иванович Комиссаров. Особое место на выставке занимает хроника развития чувашской письменности на основе кириллицы с 1769 по 1949 годы. Помимо различных вариантов алфавита, здесь указаны все изменения, внесенные в яковлевский алфавит в советский период. Шаг за шагом в алфавит вошли все буквы русского алфавита. Поначалу заимствованные русские и иностранные слова проникали в чувашский язык с изменением их фонетики и орфографии в соответствии с правилами чувашского языка. В 1930-х годах эта практика была отменена, и новые слова стали использовать без изменений. С 1949 года яковлевский алфавит включает 37 знаков. В советский период началась активная работа по разработке правил чувашской орфографии, утверждению их теории и созданию чувашских букварей, учебников чувашского языка, различных словарей. Еще одним важным этапом развития чувашской письменности является разработка художником Ильей Михайловичем Юрьевым различных шрифтов. В 1970-е годы художник с шрифтом «Чувашский» участвовал во всесоюзном конкурсе. Его работа вошла в число лучших наборных шрифтов. Шрифты, разработанные Ильей Юрьевым, использовались не только при издании книг, но и в государственном гербе Чувашии. С 90-х годов XX века языковая политика в Чувашской Республике регулируется Конституцией Чувашской Республики и Декларацией о государственном суверенитете Чувашской Республики. Закон о языках в Чувашской Республике расширил сферу применения языка и его функциональность. С 2020 года в республике действует государственная программа по сохранению, изучению и развитию чувашского языка. С этой же целью была создана Межведомственная комиссия по регулированию норм чувашского языка.
Начиная с 1992 года, ежегодно 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлевича Яковлева, отмечаем День чувашского языка. Чувашское национальное радио и телевидение говорят по-чувашски. Давайте еще будем говорить, что чувашский язык еще язык сегодняшнего дня и язык будущего, что его надо развивать, что его надо использовать не только на уроках труда, где изучают вышивку, на уроках истории и культуры родного края, не только на уроках чувашского языка, его надо использовать в разных отраслях, в том числе, ну, скажем, примитивно говоря, в компьютерной технологии. В начале 21 века с целью вывода чувашского языка в электронное пространство были установлены коды чувашского алфавита в Юникоде. Разработаны программы, позволяющие писать на компьютере по-чувашски. Появилась возможность отображать чувашский текст в устройствах Android, созданы средства проверки орфографии чувашского текста и так далее. Заметное место в деле продвижения чувашского языка в киберпространстве занимают сообщества Хавал, Иреклях, отдельные языковые активисты. Среди них можно отметить Николая Плотникова, создателя чувашского народного сайта. Имеются электронные ресурсы по изучению чувашского языка, к примеру, сайт Калаха, одним из авторов-составителей которого является руководитель инициативной группы по сохранению чувашского языка Александр Блинов. Большое значение имеет и добавление в 2020 году чувашского языка в сервис Яндекс.Переводчик. Чувашская письменность прошла долгий и тернистый путь, преодолела немалые трудности, чтобы сегодня мы могли общаться, читать, смотреть спектакли и фильмы на родном языке, воспринимать и переводить знания, используя родную речь. Наша задача – сохранять, изучать и развивать чувашский язык, продолжать дело наших великих предшественников.